Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Видно ли меня, слышно ли меня? Так, видно ли меня, слышно ли меня? Алейкум салам, ассалам, привет. Я знакомство только. Что ты можешь про него сказать? Ничего, человек системы могу сказать. Так, слышно меня, видно? Все отлично. Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Рад всех снова видеть, читать. Привет из Румынии, привет. Так, Сайфулла чеченский, слышно, видно четко. Ассаламу алейкум, салам. Сайфулла, леди 1974, всем салам, леди. Ва алейкум салам, брат, прима. Ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Приветствие у нас, как обычно, интересное и большое. Андрей Малашицкий, здравствуйте, привет из Беларуси. Привет, Андрей, привет, Беларусь. Гамарджоба тебе, Асан. From the mountain, Гамарджоба. Ассаламу алейкум, Саваш, только смешное. Салам из Германии. Привет, Эдвульф. Привет, Эдвульф. Всех рад видеть, всех рад слышать. Так, нам как-то надо собраться, и у меня даже есть по этому поводу отличная идея. Надо собраться, чтобы не только вы меня видели, но и я вас видел. Да, Сайфулла чеченский, Аслан худеешь. Да, как обычно, месяц Рамадан, и в первую очередь это начинается с лица, а не с авторитета, да. Так, Рамзан Магомед. Аслан, ты не сказал, кто это был? Мальчик, который из-под стола был протянут стакан вина. Это был один мужчина. Один мужчина это был. Тогда он был молодым студентом. Ему протянули этот стакан. Мечтаю встречи с тобой, только смешное. Да. Сайфулла чеченский. Маранаш, дождь, овшах, китывай, Аслан. Когда, говорит, месяц Рамадан будет заканчиваться, на праздник соберемся. Можно, Маранаш, можно на этот месяц. А знаете что? У нас ведь есть большое ЧП здесь, да, здесь в Европе нас всячески дискредитируют, как мы знаем. И по этому поводу я сделал обращение, и уже появилась реакция на это. С разных сторон появилась, да. И поэтому нам надо отстоять свои права, так как мы нация, мы люди, которые тут находимся, да, мы люди, которые очень конкурентоспособны. И нас хотят дискредитировать всячески. Мы должны сделать все, чтобы этой дискредитации не произошло, понимаете? Это все мы проходили в Москве, в России, мы это знаем, как нас пытаются дискредитировать, потому что если дать нам равные шансы, мы за пояс заткнем практически любого. Да? Мы, потому что живем в горах, привыкли карабкаться вверх и очень конкурентоспособны. И есть там две мысли по этому поводу. Одна мысль провести митинг, соответственно, который я планирую вот у вас спросить, потому что мы все должны собраться, какое у нас гражданское общество получается, да, мы должны показать. Мы должны или вместе Рамадан собраться, или сразу после него собраться. Вот это надо как-то подумать, обмозговать, как это нам сделать. И второе, тоже очень важное, я считаю, надо все-таки подавать в суд по поводу вот то, что нас там мафия и так далее. Конечно, там очень скользкие такие формулировки, которые очень трудно будет доказывать. Но при всем при этом мы можем из этого сделать процесс, который другим
будет неповаден, даже если мы не сможем выиграть этот процесс, да, то я думаю, мы сможем много добиться того, что мы показать, что мы общество гражданское, ну и так далее. И так далее. Поэтому будем сейчас с вами разговаривать, давайте высказывайте ваши мнения и будем на эту тему говорить. Справедливость человека. Ассаламу алейкум, можно тебе вопрос? Хотелось бы видеть по скайпу или по WhatsApp. У меня есть ряд вопросов. Может, найдете время? Мой номер. Не надо писать здесь номера, тем более, если вы находитесь на Кавказе, в России. Это раз. Во-вторых, ва алейкум салам. Во-вторых, вопрос можно написать мне на e-mail. Мне как пишут на e-mail, можете написать в описании есть. Под видео есть мой и e-mail, и Instagram, и Facebook. И туда можете все написать. Так, далее. Big Boss. Ассаламу алейкум, Аслан. Как ты относишься к так называемым афганцам, которые ходят с медалями полной грудью? Понимаешь ли ты их? Ва алейкум салам. Ну, как можно относиться к тем, кто воевал против... Хотя есть люди, которые не понимали, что делают, и такая была идеология, но сейчас гордиться этим просто я не вижу повода. Так, Маждад, Аслан, Цабол, имбецилшан, объяснить, тумсос, баракалла фикум оле, дадерс догар, хор дина от YouTube ча, вой братиш, лулхош, свой язоштик, ду вой цадез, цадьесцен, бать ушвой братиш, диех сих. Братиш, дилош, лулхошиц, вой язоштик, ду вой цадьесцен. До конца цакитер, но лулхош свой язоштик, ду вой цадьесцен. Вой яздештик, ду боя. Вой яздештик, царец, лимегер, дац, мы чолардал диштуй. Вой бахткал биз. Сайфулла Чеченский. Валлахи, Аслан, ты прав. Аслан, как мы с тобой связаться напрямую и да по поводу отдельной Чечни, Аслан. Мало кто здесь переживает, мы видим. Ну, переживать-то, может, и переживать, но в принципе немногие как бы это очень трудное дело, да, отстаивать чьи-то права, наши права отстаивать. Это тяжелое такое бремя, ноша. Поэтому, конечно, в этом деле немного. Где покушать, там, где там. Вот мы на митинге собираемся в Берлине, да, нас там 15 человек, там, может, 20 человек соберется. А это было на 23 февраля, по-моему. А потом мы поехали в мечеть, а с нами украинка девушка, евреи, русские, украинцы. И вот 2-3 человека из них. И мы приглашаем покушать саадохш, ну там поесть мясо, да, как принято у нас там благотворительно накормить. И мы едем все в мечеть, собираемся там на разных машинах, приезжаем в мечеть. Приезжаем в мечеть, и там сидят здоровые, крепкие наши парни, которые только сзади смотришь, вот так челюсти так, там хрустят, и такие, и шеи такие широкие видно. Мы дали этой девушке место, посадили ее, и ей там накормили ее. И она мне говорит, скажи, говорит, Аслан, почему на митинге нас там 20 человек, 15 человек, а тут, ну, человек, 50, если не 100. Мясо поесть собралось чуть-чуть больше, чем вот там же, в том же Берлине, чуть-чуть пройти там и постоять вот не хотят. Но это есть разные причины.
некоторые побаиваются, что там за родственников там и так далее. Но на самом деле нас очень много, и то, что вот нас сейчас хотят дискредитировать, это очень-очень важный момент в нашем деле, потому что эта дискредитация скажется не только на нас, да, на сегодняшний день, она на наших детях скажется, она скажется на нашей репутации. Здесь, в Европе, это важнее защищать свою репутацию, чем даже в России. Потому что здесь твое имя, твоя репутация, она имеет огромное значение. Здесь ты с одной репутацией, тебя не возьмут на работу, наших детей в школах будут где-то как-то ущемлять, и так далее. Если мы не будем сейчас о себе говорить, да, если мы позволим говорить там разным людям, что у нас какая-то там мафия, что мы какие-то там исламисты, вот то, что мы не говорили, не сказали громко во весь рост, не встали во весь голос, не заявили, что мы никакие не исламисты, что мы осуждаем вот этих разных там исламистов, а наоборот мы некоторые способствовали. У нас здесь в мечети я видел людей, которые никогда в жизни не поедут в Сирию, никогда в жизни они не сделают ни одного шага, ни выгодного лично им. Лично им. Эти люди одевали военные формы, оставляли большие бороды, кепки и ходили в мечеть с рюкзаками. Вот на него посмотришь, чисто, это я понимаю, это мода. Но надо же понимать, что вот этой модой нас дискредитируют. И, короче говоря, нам надо очень-очень осторожно относиться к нашему имени, к нашей репутации, возвращаться к тому славному, доброму имени, которое у нас было, которое всячески у нас пытаются дискредитировать. Так, поэтому нам надо будет обязательно провести митинг и, скорее всего, провести суд. На то, что мы будем подавать в суд, это не надо петицию собирать. Надо просто брать адвоката и идти. Для этого нам просто нужны средства, чтобы нанять адвоката и подать в суд. Потом прийти в суд как свидетели и полностью об этом заявить. Суд является очень удобной площадкой, официальной площадкой, чтобы высказать свое мнение. Суд, как внутри в процессе суда, также и перед зданием суда. Так что вот такие вот дела. Поэтому давайте, вот если вы собираетесь, давайте, готовы вы на митинг собираться и подавать в суд. Для этого надо отдельно, например, для карты боев там надо было около $300 собрать, собралось там более $100. Да? Посмотрим, как мы будем свою честь здесь отстаивать, если мы хотим этого делать, да? Это надо сделать. Так, пишите свои предложения, будем дальше обсуждать. Давайте создавать это гражданское общество, а не просто смотреть YouTube-блог. Маждада, царь яздеш дег в комментах, шинтама достойно чех бойл войнах, войн, кэрч ду тицкш, вой лунатикшу, вой цах бусал нах мадубохш. Они всеми методами, нет у нас союзников на Кавказе. Да, Маждад, в принципе, конечно, в целом ты прав, но и союзники, что вообще их нет, тоже мы не можем сказать. Тоже не можем сказать. Таджимал. Гуна югаточ, дикна гуат, халгаух, саби и ваца, истой цалил, да, вай дикредат звук. А так, конечно, я с тобой согласен. Мила Дагин. Здравствуйте, Аслан. Американские бандеровцы смотрят и слушают вас. Всем братьям и сестрам Украины теплый и нежный привет. Здравствуйте, Мила. Спасибо большое. Всем американским бандеровцам и не только бандеровцам всем большой салам из Гамбурга. Своем из Казахстана. Так, то есть, если возможность правовая, надо подавать в суд за клевету или составить петицию, собрать подписи. То есть в суд мы можем продать.
можно собрать. Я перечитывал, там есть моменты, за которые, как бы, я думаю, суд обратит внимание, и мы сможем. Но так как я это переводил неточный, может быть, это был перевод, да, на немецком, поэтому для этого нужен человек, который хорошо, четко перевел бы это на немецкий, а лучше еще, который понимает право, да, и чтобы точно можно было сказать, что да, это соответствует, а это не соответствует. Но по большей части, конечно же, подать в суд мы можем. Для этого нужно сейчас просто провести консультацию с квалифицированным адвокатом, и все, и после этого уже будет ясно, можем подавать или нет. И мы должны собраться на митинг. Я предлагаю это сделать в Берлине. Когда это сделать, во время Рамадана или после Рамадана, решать вам. Чеберлойде, Аслан, а простые чеченцы чем могут помочь нашему общему делу? Я имею в виду чеченцы, которые в Европе. Чеберлойде. Чеберлой, ну смотри, во-первых, вот сейчас у нас, например, нас опорочили. Когда вот эти банды собирались, которыми сейчас нас начали порочить, да, что какие-то чеченские банды есть, я тогда еще говорил, что эти банды, они потом выйдут боком. Выйдут боком, конечно же, тем, кто их создает, в первую очередь, да, кто является там вот этим непосредственно расходный материал, который эти люди будут там присутствовать в этих бандах. Они будут садиться в тюрьмы, да, если бы они были в России, их убивали бы, тут их будут сажать в тюрьмы, будут депортировать и так далее. Но они наносят вред не только себе, но и всем нам, чеченцам. Соответственно, мы должны каждый раз, как гражданское общество, немецкое гражданское общество, у нас здесь 40 тысяч человек в Германии, и по именно чеченцев, так нас около 50 тысяч из Северного Кавказа находимся здесь, в Германии. Так по Европе нас около 300 тысяч, говорят. Да? Поэтому мы должны всячески всегда на все реагировать. И это наша задача, защищать наши права. Нам нужно, чтобы мы не стали токсичными, как нас хотят сделать, да? Не рукопожатными нас хотят сделать. Мы должны всячески доказывать, что мы и рукопожатные, и уважаемые люди, и у нас есть репутация и имя. И чтобы наша молодежь, которая выбивается, в вузах их не ущемляли. Чеченец, когда он приходит в университет какой-нибудь, это мы чеченские мафии, чтобы такого не было. Мы не мафия, мы не исламисты и не террористы. Мы мусульмане, которые соблюдают закон страны проживания и полностью настроены на демократический путь развития. И мы здесь для России, для бандитов, мы для них являемся угрозой, потому что Европа – это будущее, Россия загнивает. Будущее России очень пасмурно, очень плохое. А у Европы все лучше. Да? Я в прошлом году, по-моему, бюджет Германии, профицит бюджета собрано доходов больше. За всю историю такого не было. Да? У Германии так много денег. И Германия принимает этих беженцев, интегрирует их, и эти люди начинают носить свою пользу. И это дальше и дальше будет развиваться. Мир отходит от нефти и газовых, да, зависимости, нефтяной и газовой зависимости. Соответственно, это идет к тому, что эти страны, которые закупали нефть и газ, они теперь будут сами производить солнечную энергию, ветряную энергию, электричество из ветряных генераторов, мельниц. Соответственно, эти страны будут только богатеть, только лучше становиться. И мы здесь, наши дети, будут получать образование. Даже если мы уедем в свою Чечню, освободим свою родину, здесь мы должны пустить корни и иметь свое лобби, как евреи имеют лобби в Америке, в других местах, как итальянцы имеют, как немцы имеют, да, лобби в Америке. Мы также должны в каждой стране иметь свое лобби. И чтобы этого лобби у нас не было, нас хотят дискредитировать всячески. Всячески хотят дискредитировать. И поэтому забрасываются вот через своих платных этих. У нас пока очень слабое общество, да, гражданское общество. Его нет, да, практически у нас его нет. Работа никакая не ведется, да, никем не ведется. И вот мы энтузиасты, мы люди, которые болеем за наш народ, за наши права, мы должны всячески делать так, чтобы у нас в этом плане
нами считались, да. Если мы будем позволять, нас будут выкидывать. Миграционные службы будут только рады чуть-чуть освободиться, и мы должны тоже понимать, да, университет нас не возьмут, в школах наших детях будут ущемлять, репутацию. Как бережем мы свою репутацию? И как мы должны эту репутацию беречь? Поэтому нам надо очень-очень аккуратно к этому отнестись. Поэтому предлагаю, давайте, закидывайте. У меня есть мои друзья в Берлине, в других местах, кто мне пишут в личку. Люди уже дали согласие, готовы по первому зову выехать на митинги. И нам надо 100 человек, 1000 человек собраться. Все приехать и постоять там час-два. Мне, например, ехать 300 километров до Гамбурга. Кому-то ехать 500, кому-то 100. Но это не важно. Сел на поезд, сел на автобус, заранее спланировал свою поездку. Кто не может, например, поехать, тому, кто хочет поехать, но не имеет средств, надо, может, собрать денег. Там, купить билет. Там, да? Например, отсюда до Гамбурга, с Гамбурга до Берлина доехать. У нас стоит 11-15 евро. Туда 11-15 евро обратно. Ну, это вообще ничто. Ради общего дела, да, съездить там 20, 30, 40 евро потратить. Если ехать на машине четвером, пятером, то это еще дешевле обойдется, да, если собраться в машину, поехать. Приехать мы не против, чтобы никто не пострадал из родственников, мы не против, там выступаем. Я-то против, да, но кто-то там, что приехал, понимает, что мы выступаем просто за нашу репутацию, за наше имя, за наше будущее мы выступаем, да, чтобы так нагло за нас не врали. Ну и заодно пускай те, кто в разные эти банды присоединяется, эти люди понимали, что мы тоже против них, что мы не одобряем их вот эти шаги, которые они за малую мзду пытаются как-то себе там сделать имя. From the mountain. Дискредитация — это очень страшное ружье в руки пропагандиста. Я помню, как про нас говорили, что мы все фашисты или украинцы. Аслан, вы 100% правы. Надо, чтобы весь мир знал, что чеченцы — благородный народ. Да, спасибо. Совершенно верно. Мы поэтому, я это хочу донести. Я хочу, чтобы до самого там мозга чеченцев дошло, что нас выкидывают сегодня только потому, что нас обозвали исламистами. Хауси, что значит? Исламист — это же не значит, это мусульманин. Мусульмане здесь защищены по Конституции, статья 4 Конституции, основного закона ФРГ. Любой человек имеет право исповедовать религию, как он хочет. Это чтобы было понятна юридическая формулировка, и что немецкие законы обязаны нас защищать. Никто не имеет права нас выдворять только из-за того, что мы мусульмане. Наоборот, Меркель на месяц Рамадан с разных магазинов снизила налоги, чтобы мусульмане могли в этот священный месяц вдоволь покушать и там что хотят покушать, да, когда целый день ты держишь пост. И исламист — это значит, как фашист, который не признает других, кроме себя. Вот что значит исламист. И а мы-то не являемся фашистами, да, религиозными фашистами. Исламист — это религиозный фашист. Мы не хотим вреда немцам, мы не хотим вреда христианам, другим конфессиям или религиям. Мы хотим жить в мире со всеми. Наша религия — мирная религия, мы мирные люди. Мы воевали с Россией не потому, что мы русских не любим, мы воевали потому, что мы свою родину защищали, как любой воевал бы, в том числе и русские воевали бы. И мы должны это донести до каждого. И когда нас сейчас начали выбрасывать, нас выселяют, потому что у нас борода, и из-за того, что мы там говорим там религиозные разные вещи. Я как-то попал в полицию по одному очень важному делу, и полицейский, у меня был пост, это было в прошлом месяце Рамадан, у меня был пост, и мне говорят, воду будешь, мы уже несколько часов там ведем беседы. Я говорю, нет, у меня пост, я не могу, у меня Рамадан, я не хочу есть. И один полицейский, который там сидит, у него тоже пост, он тоже мусульманин, турок, у него тоже пост. Но
этот полицейский считает меня исламистом. За то, что я так категорически против России, я за то, что там считаю, что Россия Чечню оккупировала и так далее. В головах людей уже заложено то, что мы воюем не за свою свободу, не за национально-освободительное у нас движение, а установление халифата у нас война. И человек, который говорит, что Россия нас оккупирует, автоматически для них уже является каким-то уже опасным исламистом, который в любой момент готов там, нанести вред там, всем немусульманам, которые есть, вне зависимости, русский он, не русский он и так далее. И в итоге, как бы мы долго разговаривали, я объяснил свою позицию, хотя мне было очень неприятно, я говорю, я вас могу тоже обвинить в том, что вы нацист, только из-за того, что вы немец. Правильно? Хоть это было давным-давно. Все это пропаганда. Ну, посмеялись, пообщались, пришли к общему знаменателю. Что я хочу этим сказать? Мы должны в категорической форме, строго-настрого, рьяно отстаивать свои права. И обозвав нас исламистами, нас выкидывают. Сейчас, обозвав нас бандитами, террористами, уже те, кто не относит себя к исламистам, уже не работает вот этот исламистский козырь, потому что нету исламистов. Уже 3 года, 5 лет они говорят про каких-то исламистов чеченских, и они здесь не совершили ни одного теракта. Но русский, не исламист, да, совершил теракт. Племянник Киселева, главного пропагандиста российского, осужден за помощь террористам в Донбассе, Луганске и так далее. И факты говорят за другое, что кокаин продают через российские посольства, через самолет директора ФСБ и так далее, и так далее, и так далее. Всем криминалом здесь занимаются не чеченцы. Нету чеченцев, ресурсов даже. Да? Если бы даже чеченцы хотели бы и были бы такие все криминальные, но у нас ресурсов таких нету. И мы не криминальные, мы самые-самые нормальные люди. Поэтому нам сейчас надо эту свою позицию отстоять, всячески отстоять. Господа хорошие, и за нас это никто не сделает. И нам депорты будут делать, и имя испортится, и наши дети в школах, университетах не смогут учиться. Нормально, уже клеймо у нас будет. Мы не бандиты, мы не исламисты. Мы мусульмане, очень хорошие, законопослушные граждане чеченской национальности. Да, мне уже тут напоминают, что это мой монолог надо. Извиняюсь, но это очень важно, господа. Сегодня монолог или ответишь на парочку вопросов? Тракторист, ассаламу алейкум, Аслан. Не думаешь ли ты, что мы должны сконцентрировать митинг на противодействии чеченофобии и дискредитации чеченского народа без политики? Я считаю, что, алейкум салам, что я думаю, этот митинг мы должны собраться все вместе. И этот митинг должен проходить под лозунгом то, что чеченцы не являются бандитами и против пропаганды, против чеченофобии, как ты тут написал, да, ты совершенно верно все указал, против чеченофобии и пропаганды и дискредитации чеченцев. Вот этот митинг я бы предложил именно так создать. Наша позиция известна, я, который призываю вас к этому митингу, тоже моя позиция, ни для кого не секрет. Но при всем при этом, если мы даже ведем против России какую-то информационную борьбу и дальше и юридическую борьбу, и будем ее до конца вести, пока полностью не освободят нашу Родину. При всем при этом мы должны с немцами себя вести по-другому. Мы должны донести им, что мы являемся законопослушными гражданами и не россиянами. Я, например, себя не считаю россиянином. Чеберлой Д. Нам нужны умные люди, чтобы победить русскую пропаганду. Для того, чтобы стать умным, Чеберлой Д, нам надо учиться, нам надо учить своих детей. Так. Талию, Аслан, у вас там гора около 20 тысяч рабов удерживаются.
Талия, что за бред вообще ты говоришь? Если только ты говоришь об оккупационных российских рабах, которых нам нагнали, других рабов нет. Что за бред вы там говорите? Так, а где соберемся, Аслан? Я так думаю, мы, Сайфулла, соберемся в Берлине. И вот вы мне объясните, как лучше сделать? Это сделать вместе с Рамадан или сразу после Рамадана сделать, например, на какой-нибудь выходной день, в субботу, например, собраться? Так. Гена Смик, ви бачите, ми та дивилися, що є не раз дули вам, що показати, так як і українці, браття за братівський город, не смішіть, не воюють, ще й за межі. Казаки то ви терористи, українці, росіяни не воюють. Ну, не совсем все понял. Данные есть про рабов, я молчать не могу. Да, вот это вот талию уберите, пожалуйста. Да, Чино, пожалуйста, заблокируй его. Данные есть про рабов. Бред полный, короче, несет. Так, Дик Аблас. Против чеченцев в Европе работает целая индустрия массовых СМИ. Да. И мы должны собраться и сделать. Это же несложно, да? Митинг выйти, это погода летняя, красивая, хорошая. Давайте решим, после Рамадана будет говорить чеченские хакеры. Говорят, да, давайте тогда сделаем так. Я потом по этому поводу сделаю отдельное обращение по этому поводу, чтобы у нас было время, чтобы собраться. Так как, чтобы дойти до цели, да, нам нужно идти. А если мы не будем идти, то ни до какой цели мы не дойдем. Так, сейчас я найду. Где у меня здесь? Календарь. Давайте, господа, у нас Рамадан заканчивается 5 или 6, я так понимаю. 8 числа, это в субботу, 8 июня, ориентировочно. Как вам такое время? 8 июня в Берлине, в районе обеда, мы соберемся, познакомимся друг с другом, так как если мы создаем гражданское общество, мы должны видеть, я вас должен увидеть, вы меня должны увидеть. Соберемся все, заявим свои позиции, подготовим какие-нибудь там плакаты, которые ходят. Я против пропаганды против чеченцев, дискредитации чеченцев, против лжи. Вот с такими лозунгами. Можно будет потом уже это в ходе у нас будет достаточно времени. Надо будет зарегистрировать место. Рамадан 3, говорит, последний день. Ну, 3 все равно выпадает, 3 это понедельник. Я хотел бы на выходные, чтобы выходные побольше приехали, так как я тоже не смогу приехать. Ну, выходной день, мне кажется, будет намного лучше. Двух часов достаточно. Мы можем каждый подготовиться к этому. Вот те, кто сейчас тут пишут, например, эти люди могут, например, подготовить там какие-то речи и выступить, кто хочет, да, чтобы против нашей дискредитации. 1, 2, 3, 5, 6 выступающих там по 5 минут, это уже огромное время займет. Пока соберемся, пока постоим, пофотографируемся, запишем видео, и я у себя на канале это буду выкладывать. И с таким же успехом мы можем дальше продолжать борьбу за подачу в суд, например, на Шпигель, да, Шпигель онлайн. Короче говоря, я думаю, что это очень хорошо было бы. Так, Тойзен, Аслан, да, соберемся, и когда решайте, тут всегда сегодня много ботов, не обращай внимания, за нас заметили. Да, нас давно уже заметили, так-то да. Для этого есть у нас модераторы, пускай отстреливают ботов. Так, тракторист, Аслан, думаю, после Рамадана лучше, на голодный желудок никто не выйдет. Да, но просто когда ты голодный, и это, например, мне ехать 300 километров,
И это, мне кажется, еще больше пользы, да, перед Богом у нас будет это. Ну, давайте тогда все, правильно вы говорите, я тоже согласен с этим, у меня двойное было мнение по этому поводу. Ориентируемся, 8. Я отдельно сделаю обращение, я запишу видео специальное, обращусь ко всем, не только которые сейчас нас смотрят, да, ко всем обращусь. Мы тогда расшарим это видео, по WhatsApp расшарим. Потом там же соберемся, друг друга узнаем, да, люди. Можно будет свою группу в WhatsApp создать, которая у нас тут тоже будет связана, да, общая, чтобы мы могли больше, ну, здесь в Германии, именно проживающие в Германии, мы, конечно, за всю Европу будем говорить. Может быть, когда к нам присоединятся там в Австрии люди, во Франции мы это тоже подобьем, чтобы это получился такой международный митинг по этому поводу. Соответственно, 8 июня у нас предварительная дата по этому поводу. Суббота, 8 июня. А там дальше еще поработаем над этим. Вы тоже не закрывайте компьютеры и не забывайте об этом. Давайте вместе присоединяйтесь, пишите на почту, какие вы могли бы внести вклад какой-то, чтобы в это нормально организовать это все. И потом уже, когда точно я там зарегистрирую от своей организации место нам для митинга, где, как, что я вам потом скажу, и уже тогда можно будет делать обращение. Так, я перемотал, господа хорошие, поехали дальше. Так, злой голодного не поймет, Гена Смык. Юсуф Ялхой, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ва алейкум салам. Нужно драв Аллах мар обал дуэлю масера дуэ марнаш обал. Карабах ассала, приветствую вас, Аслам. Будет ли кто из руководства Ичкерии? Я не знаю, кто будет из руководства Ичкерии. Руководство, ну, представитель, ну, всех, кто есть, мы позовем всех. А кто будет, не будет, но организовываю я. Это будет организация от правозащитной организации «Мир и права человека», немецкое отделение. Да, мы будем это делать от нашего имени. Да, это будет не от правительства Ичкерии, а это будет от нашего имени, от моего, да, имени это будет. Так. Как найти? Этот митинг чисто для Герман-Нохчи или для всех войнах Европы? Если для всех, можешь сделать ближе к Франции, чтобы и мы поучаствовали. А как найти? Вы во Франции, я так понимаю. Да? Значит, в таком случае вы должны это сделать у себя во Франции. Я это пока еще точно не сказал. Давайте сделаем это общее, потому что вас это тоже касается. Но тут сейчас речь о Шпигеле идет, да, и нас тут уже очень сильно дискредитируют, и очень сильно нас выдают. У меня все в порядке, да, я получил политическое убежище, я все быстренько, как нужно, предоставил необходимые документы, у меня есть политическое убежище. Но каждый день мне пишут люди, что нас выдают. И вот те, кто пишут, что выдают, те, что мне пишут, всех я буду приглашать туда. Приходите все туда, давайте отстаивать свои права. У нас есть наши права, давайте будем отстаивать свои права каждый день. Потому что по-другому мы не сможем отстоять свои права. Ну, приглашаю не только чеченцев, приглашаю ингушей, я приглашаю дагестанцев, я приглашаю украинцев, я приглашаю всех грузин, всех приглашаю. Так. Павел Пронин. Аслан, какая-то работа ведется в Европе на сближение и выработку единого взгляда на будущее между людьми, которые довольны сегодняшней властью, и теми, кто за возвращение суверенитета. Я не понимаю, о чем вы говорите, уважаемый Пронин. Будущее, довольны сегодняшней властью, это значит быть довольным с коллаборантами. Да, вы были бы довольны Власовым? Да, генералом Власовым были бы довольны и пытались бы найти с ним общий язык. Такую глупость вы говорите? Нет, конечно, такой работы не ведется и не будет никогда вестись. Потому что с предателями нельзя договориться, да, с врагом можно договориться, с предателем договориться нельзя. Предатель должен осознать свою преступные свои взгляды,
отказаться от них и вернуться на свою государственность. Все. Больше других разговоров нет. А вот оппозиция внутри чеченского общества, кто-то видит так это, кто-то видит так, это уже другой разговор. И это тоже вас не касается, как не чеченцев, не граждан Ичкерии, вас это не касается. Мы сами между собой все разберемся. Если будет касаться, обязательно мы вам сообщим, что это вас касается. Так, вот, Сайфулла Чеченский, я тоже получил убежище. Это хорошо, что ты получил, но в любой момент могут тебя лишить, а во-вторых, даже если мы с тобой получили это, мы должны отстаивать права других. Мы должны наше доброе имя отстаивать. И всех, не только нас с тобой. За то, что ты тут за это проявляешь интерес, внимание, это очень хорошо. И не сдавайся, ты нам нужен, нам, чеченцам, ты нужен. Так, Махмуд Сунжинский. Аслан, не в обиду, будет сказано другим, но мне кажется, что за пару месяцев ты сделал больше, чем официальное правительство Ичкерии. Ну, Махмуд, я не сделал много, я просто чуть-чуть сделал разъяснение, да, люди, надо понимать, боятся. И надо понимать, что вокруг Ахмеда Закаева нету квалифицированных людей. Знаешь, есть такое выражение у русских, не быть, а слыть. Вот если бы не Ахмед Закаев и 2-3 человека, то вот в основном все не быть, а слыть. Да? И неквалифицированные есть люди, очень. Поэтому для этого мы должны выработать свою позицию. И это флаг. Ахмед Закаев есть один, там Хусейн Исханов есть, Саид Амин Ибрагимов есть, там Майрбек Тарамов есть, да, несколько человек есть достойных, которые Саид Мухаммад Хачукаев есть, которые костяк еще есть, Сулим Юнусов есть, много я, может, кого сейчас не назову. Эти люди есть, и вокруг них есть еще люди. Это тоже наши взгляды людей. Ну, им не хватает квалификации, им не хватает чистоты, может, в намерениях, может, еще чего-то. Поэтому вайбол бабиз, танина гарденит, вожденит собой. Вайбол бабиз и дал мулла, вайбирабу. И мы должны работать. И когда мы говорим, что мы являемся Ичкерией, да, я гражданин, рядовой гражданин Ичкерии. Меня силой не затащишь, мне потому что это не нужно. Я правозащитник, мне очень легко быть правозащитником, не представлять там какую-то официальную структуру. И когда, например, если ты обращаешься куда-нибудь, и ты представляешься как официальная структура Ичкерии, то это ты уже как бы в обход России, это там дипломатические вещи, которые очень боятся эти люди. С террористами из ФСБ общаться, выдавать нас на смерть не боятся, а вот если ты представляешь там какое-нибудь там правительство Ичкерии, то с тобой боятся общаться. Поэтому нам проще, чеченцам, мы полное право имеем быть гражданами Чечни, считать себя гражданами Чечни. Юридически мы имеем на это все права, и мы имеем право отстаивать свои права. И мы должны это делать. И за нас это никто не сделает. Абу Умар Галга. Активная фаза — это позиционные боевые действия, не диверсионная война. Так, вот там диалог какой-то у них идет. Франция ночи очень пассивны. Они выйдут минимум за 50 евро, говорит Маждада. Но такие, я только что рассказывал, в Германии имеются. Но, понимаете, эти 50 евро — это ничто по сравнению, какую репутацию, удар репутационный нам наносят. Вы думаете, это просто так делается? Вы думаете, эти банды создавались просто так, что ли? Вы думаете, это, например, вот эти разные представители, так называемые, да, клопообразные, которые здесь есть, этих клопов вызывают на митинг, поднять флаг, просто так, что ли? Нет, конечно. Показать, что мы все чеченцы за Кадырова, за Россию, понимаете? Ну, за Путина мы не так хотим, да? Поэтому нам говорят, вот Кадыров. Это они нас так обманывают. И мы ведемся на этот обман. Это очень действенный обман.
И вот эти клопообразные, они тоже не хотели когда-то. Нохчи мау кира, догмаду и нохчи. И против убийц, предателей одевать. Вот вокруг вот этого клопообразного, главного тут, есть другие клопообразные, которые там материли просто вот этих кадыровцев, вот эту российскую власть. Но потом им сделали финансовое предложение, и они согласились. И они понимают, что они неправы. Но когда только они говорят, и мы ничего не говорим, мы по каким-то причинам, что у нас дома родственники пострадают, нам домой ездить надо, еще третье, десятое, по причин еще тебе. При всем при этом, когда мы не говорим, другие, которые не знают нашей кухни, они думают, значит, они все поддерживают. Раз молчишь, значит, ты согласен. Мы живем в демократии, здесь за правду не убивают, здесь за правду, за слово, за мнение, за мысли преступления, здесь не убивают, как это делают в России. Здесь нету такого наказания за свободу слова, здесь она абсолютно защищена, это правда. Да, есть угроза, что вот эти клопообразные или наши враги России, спецслужбы нас здесь ликвидируют, или мы не сможем ездить домой. Ну выбирайте тогда. Или мы согласны быть и на всю несправедливость. Чеченцы, которые никогда не соглашаемся с несправедливостью, согласимся с несправедливостью, сославшись на то, что у меня дома родственники пострадают. За то, что тебя журналист обозвал исламистом, а ты вышел на митинг и сказал, что ты не исламист, тебя никто дома не пострадает. За то, что тебя журналист обозвал мафиози, и ты вышел на митинг и сказал, что ты не мафиози, и что этот журналист лжет нагло, тебя никто не пострадает, не надо обманывать. За то, что дома у нас людей пытают, убивают, ты выйдешь на митинг и скажешь, перестаньте нас убивать, никто не пострадает. Я уже 3 года, 4 года здесь на митинге хожу, все делаю, я до сих пор живой. Еще, если год процент, уже 5 лет. Значит, если, грубо говоря, 2 чеченца, даже если убьют, я имею в виду, 2 чеченца на 10 лет, на одну Германию. Этого достаточно, чтобы доносить правду. Понимаете? 10 лет, 2 чеченца. Ну, за 100 лет это получится 20 чеченцев. Да мы теряем. За одну спецоперацию они нас убивают, там в Чечне много. Понимаете? Вот что. Страх – это единственное, чего мы должны бояться. И я знаю, что мы не боимся. Просто многим было наплевать. Они убили наших пассионариев, и никто не остался. Ладно, продолжаем. Мы теперь будем менять эту ситуацию. Никаких здесь кадыровских представителей не будет, которые будут заявлять, что они тут являются там это. Да, здесь свобода слова, он может быть. Даже у бандита и массового убийцы Кадырова, задумайтесь, у массового убийцы Кадырова может быть свой представитель, и ему за это ничего здесь не бывает. Мы люди, которые не являемся ничьими представителями, кроме самых настоящих героев нашего народа, Масхадова, Дудаева. Мы сами являемся абсолютно законопослушными гражданами. Что может нам сделать эта власть? Эта власть только нас может поддержать, и все. Заодно, когда мы соберемся 8 июня, да, или когда это будет, когда мы решим то, что мы вот в Гаагу должны. Марш – это тоже важный марш. Я сегодня вечером буду записывать обращение, интервью с Саид-Амином Ибрагимовым. Саид-Амином Ибрагимовым, камеру меня попросили опустить. И Саид-Амин Ибрагимов тоже хочет, будем обсуждать как раз по поводу разных вот этих наших маршей. Мы должны свои права защищать. Кусочек сала. Как сделать так, чтобы среди чеченцев не появлялись такие, как кадыровцы? Но это невозможно. Невозможно. В каждом народе такие есть. Керим Керимов, нас надо назвать трусами, тогда наши выйдут. Я так не могу. Я не могу людей называть трусами. Я знаю, что они не трусы, просто они должны проснуться. Чеченские хакеры, чеченцы не исламисты, чеченцы мусульмане, которые хотят свободы. Совершенно верно, чеченские хакеры.
У тебя очень хороший ник, чеченские хакеры. Ты обязательно должен прийти в Берлин на митинг, и нам с тобой есть много о чем поговорить, если ты имеешь отношение к хакерам. Нам такие люди тоже нужны. И мы должны очень сильно работать вот в направлении вот, информационном плане. Карабах, Асала, а может вы сперва разберетесь с кадыровцами в Германии? Без обид, желаю мира, гармонии, толерантности всем нам. А что ты имеешь в виду, разберетесь? В данный момент я сижу и разбираюсь. Я объясняю, что это люди являются за бандитов и террористов, за кадыровцев и за путинский криминал. Они общаются с российским посольством, которое является бандпритоном по факту. Через него переводятся наркотики, через него исполняются разные там преступления, в том числе провокации и так далее. Поэтому что вы имеете в виду? Убить их? Я вам уверяю вас, что это самое простое решение, которое для чеченцев не составило вообще никакого труда. Если бы мы не уважали бы правила гостеприимства страны и не переносили бы в чужую страну нашу войну, я вас уверяю, с ними бы вопрос был бы решен. Мы не бандиты, мы не преступники, мы законники, мы государственники. И мы свое государство отстаиваем. Поэтому мы будем решать с ними в рамках действующего закона. Я не понимаю, о чем толерантности и как-то с ними разобраться. Так, Аслан, ты правдоруб. Ну, делать нечего, приходится говорить правду. Ее очень легко, кстати, говорить. До 30 лет нет, куду. Дудая город, что значит? 15-23 может быть. Только смешно. СССР всегда скрывал, и Россия продолжает скрывать доброту, гостеприимство, честность, сострадание, порядочность чеченского народа перед миром. Так, Аслан, ассалам алейкум, мы готовы, если что, Маш Гаагский суд, только скажи, когда. Батыр Батырович. Ва алейкум салам, это очень правильно. Сегодня я буду с Айдамином разговаривать, буду записывать с ним интервью сегодня, я, наверное, его завтра выложу, и я ему задам этот вопрос и посмотрим, когда этот марш будет. Маждада, Аслан, почему лорд тебе не звонит? Даже Джамбокс не уступает. Не хотят они, чтобы ты прославился. Да, это очень подозрительно. Почему они мне не звонят? Потому что я им не интересен, им не нужна никакая реклама. Им нужно рекламировать тех, которые они должны быть на фоне, знаете как, для чего это делается. Если у тебя большая борода, и ты через слово говоришь иншаллах, вообще не понимая ни что такое шариат, ни что такое религия. Вот для западного мира, для сильнейшего Запада, мощи Запада, который она каждый день набирается. Тут я один вопрос прочитал, я отвлекся. Кири Амхадов говорит, герзда цеюш. Вообще дийца цеюш. А вот дийца, биекшинат мададит. Так вот, для них нужны люди, которые будут с бородой и пугать этот Запад, который испуган вот этим ИГИЛом, шариатами, там, разными такими движениями, потому что они не вдаются в подробности. У них есть все, до свидания, что я не понимаю. Поэтому они звонят там разным, да, можешь быть ты и не агент, но ты можешь быть полезным идиотом, да, тебе надо оставить бороду и начать такие вещи говорить, и обязательно тебя заметят. Но если ты говоришь демократические вещи, если ты говоришь правовые вещи, вот с этими, на этом фоне кадыровцы не очень хорошо выглядят. Вернее, они отвратительно плохо выглядят. И на таких людей мир не будет на кадыровцев, есть ведь адекватные чеченцы. Вот как мы, которые здесь собрались, мы адекватные чеченцы, мы цивилизованные люди, мы такие были всегда и есть до сих пор всегда. Даже некоторые, которые чуть-чуть отошли в сторону и заблудились, они такие же адекватные. Мы же знаем, какая у нас культура. Мы абсолютно не агрессивны к другим людям. Мы уважаем все народы, мы уважаем все культуры. Но мы говорим, дайте нам нашу культуру. И мы ее будем защищать и охранять, чего бы нам это ни стоило.
И вот таким людям не звонят ни блорды, ни морды, ни джамбоксы, потому что на их фоне мы будем выглядеть, ну, очень принимаемо, да, воспринимаемо положительно на их фоне. На их фоне. Поэтому им нужны вот такие с бородой, которые иншаллах там и так далее. И дальше больше ничего не знают. Вот такие люди им нужны. Вот поэтому нам не звонят. И слава Богу, что нам не звонят. Нам вот с этими предателями, в принципе, говорить нечего. Так, я тогда чуть-чуть перелистаю. Так. Ну да, год. Аслан, видите, Всевышний, ты стараешься исключительно ради Чечни. Дейлук и гуш, кисон кузаума иша, с иша. Купер 999. Аслан, все по букве закона. Совершенно верно. Тракторист. Удивительно, насколько Роспропаганда залезла в голову людей, что считают, что борода меняет мировоззрение человека. Да, да там я специально вырезал этот ролик про бороду, потому что я говорю, выложил. И это ну, просто... Это просто... Это просто, я удивляюсь этих людей. Они готовы говорить о чем угодно, убивают людей, нарушают права людей, а они говорят о бороде. Я ладно. Ну, Дом-2 тоже интересно смотреть. Пускай Дом-2 тоже смотрят. Марк Робинсон. Аслан, как быть с молодежью Чечни? Большинство людей 30 лет полностью под влиянием телевидения Российской Федерации. Да, есть огромные, это же не зря делается, миллиарды вкачиваются не для того, чтобы там просто вкачать туда. Конечно, ведется огромная пропагандистская работа. И многие, конечно, подвержены этому влиянию. Но настанет время, и мы для этого есть. Да? Когда-то был там «Голос Америки» радио, и там радио «Свобода». Абдурахманов Тарханов один человек был, я раньше приводил этот пример. Нас здесь сотни, тысячи, и у нас есть интернет. И Илон Маск запускает сейчас спутники, которые интернет будет вообще безлимитный и во всем мире. И мы не сможем победить. Вы ошибаетесь. Конечно, Хусейн Исханов, который у меня был в гостях, он рассказывал, что он тоже был подвержен, у него в голове не было. Жили себе, думали, Советский Союз не развалится. А один день раз и изменилось. И маленькая группа повела наш народ, да, Дудаев, Яндарбиев, там другие наши идеологи, которые повели. А сейчас у нас уже все есть, фундамент есть. Строим государство. Намного проще построить государство, чем иметь чем сделать фундамент, создавать новое. Но у нас должно появиться государствообразующее мышление. Мы не должны от государства отказываться только лишь из-за того, что я так хочу, я так вижу. Ты не можешь отказаться от государства. Сейчас люди сидят под Кадыровым, да, и терпят. А потом, когда наше государство станет, и мы не сможем убивать так, да, наша власть не сможет убивать вот так, запугивать, снимать штаны и заставлять бегать по дорожке. И вот тогда начнется, я диконах. Дикона, Аллах, хит проявится, да, здесь угар халхейна, угар вакам халдолчхейна надо проявиться. Они завтра, когда у нас выкинут оттуда, мы туда там ведем миротворцев, чтобы резню не устроили, и будут миротворцами там или другими там. Армилу, кто это такой? Я тут такой крутой. Да я не боюсь никого. Если ты сейчас покажи. Или же соблюдай закон, когда мы деоккупируемся. А мы скоро деоккупируемся. Эдуард Мамедов, спасибо большое, как обычно, Эдуард Мамедов. Задонатил без вопросов. Аслан делает колоссальную работу, поверьте, говорит Артуру. Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы она была на пользу нам. Так, Путлер, террорист и оккупант, говорит. Поставил просто лайки. Какая ситуация в Сирии, в частности, вокруг Идлиба? Что знаешь? Рамазан Магомедов. Не знаю, Рамазан.
Я обычно по Фейсбуку узнаю вот эти новости, то, что там в Сирии творится. Пока ничего не знаю. Обычно, когда вот эти жесткие бомбежки идут, много видео, фото появляется. Сейчас пока тихо. Будем надеяться. По крайней мере, сегодня я мало, правда, лазил там, не смотрел. Вчера, по крайней мере, не было ничего особо. Так, Купер 9999. Асан, скажи тем, кто хочет прийти на митинг, пусть побреются и снимут арабские халаты и платки. Мужчина должен выглядеть как мужчина. Ну, побриться не обязательно, конечно. Арабские платки как бы мы не носим, в принципе, да. А так можно и с бородой и без приходить, да. Это каждого права носить или не носить. Это мне запрещают. Меня тут упрекают, что я там не ношу бороду, а я не могу упрекать за то, что носит, потому что носить ее это право, и оно не запрещено законом. А я делаю то, что я хочу, они делают то, что они хотят. Поэтому, а так, арабские платки нам не нужны, конечно. Так, Дик Аблас. Аслан, не говорю, что ты не знаешь, для зрителей, для твоего канала скажу. 90% людей в мире подвержены внушению. 9% помогают внушающим внушить, и только 1% внушают. Да, но я не знал, конечно, эту статистику. Ну, приблизительно что-то такое есть, я, конечно, предполагал. Заура, Аслан, Москва, пикет шел, майора, Хуэйдара. Что скажешь про пикет, про майора, который делал пикет в Москве? Но и что сказать, майор он и в Африке майор, да, и пускай пикетирует дальше, да, выкинутая собака пинком под хвост, это так и надо, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я понимаю, что есть люди, которые бьются за правду, и те, которые носят погоны, и они тоже должны за эту правду биться. Но когда приехал его поддержать вот этот, как его, фашист, один русский офицер Щербаков, или как его, и потом с ним приехал другой, недавно освободившийся, который на Чубайса покушался. Ну, короче говоря, нечего про них сказать, пускай это отдыхают. Витя, Аслан, мир тебе, я 5 лет уже не смотрю госканалы, у меня мозг закипел, как нам врут, я раньше верил, что в Чечне террористы воевали, а теперь мне стыдно, что мой народ у вас творил. Спасибо, Вит, что понимаешь, спасибо, Вит, что начал понимать, и ты понимаешь, что твой народ загнали, вот этим загнали вот в это, в сегодняшнее положение вас загнали. Вас тогда грабили, а отвлекали на нас. Вот для чего это было сделано. Лучше поздно, как никогда, говорится. Хорошо, что поняли. Так. Может, да, если вы с Тумсо объединитесь, и Тумсо чуть-чуть поменяет риторику, считай, Чечня ядерная держава. Знаешь, в чем проблема? Тумсо не смеет мое имя даже произнести. До того, как я высказал о нем, что он неправильно себя ведет, ему писали комментарии, я его смотрел еще до того, как я только начал там в чат рулетки там делать свои эти каналы. Ему писали, вот поддержи, а мы с ним знакомы. Он меня просил, когда он в Грузии, чтобы я его поддержал, и я про него делал там ролики, выпускал, я его поддерживал. Потом было одно дело по нему, я его предупредил по этому делу, помог ему, здесь за него там кое-какую работу сделал, которую он даже не знает, что я ее проводил, только там отчасти. И этот человек моего имени боялся произнести, потому что вдруг появится конкурент. Этот человек делает бизнес, понимаете, на этом. Ему важно, чтобы он только был засвеченный. И потом я уже там сказал ему, что не говори все время про кадыровцев, говори про Путина, не поддерживай Навального, не делай такфир мусульманам, и Навального не бери себе в друзья, там, не дружи с ними, да, русские люди, боже. Русские люди говорят только русские про себя. Они никогда не говорят чеченские люди, армянские люди. Они только говорят русские люди. Ну и Тумсо тоже говорит русские люди. Поэтому этот человек не объединится ни с кем. Потому что это его хлеб. Он из этого делает бизнес.
Я не делаю из этого бизнес. Я это делаю для того, чтобы донести правду. И любой человек, который начнет этим делом заниматься, я его поддержу. Если он будет адекватен, если он будет там не призывать там, к насилию, к убийствам и так далее, я, конечно, этого человека буду поддерживать всячески. А он не сделает этого. Так, дал эту бойлу, амин, дал эту бойлу. Так, Рашван Абдулла, салам из Туркмении, Рамадан Мубарак, Баракаллах. Салам Туркмения, Баркалла за донат. Тоже с Рамаданом поздравляю тебя. Тоже поздравляю, спасибо. Так. Шинтамя де целец. Асчо дега байлам бусун. Сайфулла Чеченский. Сайфулла говорит, что он в 2 войнах не принял участие, из-за этого он переживает. Какая здесь недоросль вылезла здесь, которая, видимо, забаненная. Уберите это ничто отсюда. Вот он говорит, что он в 2 войнах не принимал участие, поэтому дага байлам. Не надо принимать в войнах участие, понимаете? Наша задача же не убить как можно больше русских и там отрезать там кому-нибудь там, взорвать 5 танков, да? Наша задача победить, донести правду. КГБ, ФСБ, оно не боится пуль, они боятся слова. И я тебя уверяю, если ты готов был пожертвовать своей жизнью, Сайфулла Чеченский, если ты искренен в своих побуждениях, и ты выйдешь, ты сделаешь намного больше, чем уехав в Сирию или уехать сейчас в сегодняшнюю Чечню и где-то погибнув там при попытке там что-то сделать. Наша сила в слове. Сперва было слово. Давайте это слово донесем до всех. Нас очень много. И неважно, даже если не станет кого-то, мы должны это продолжать. И это очень важно. Так что, Сайфулла Чеченский, на митинг в Берлин приезжаешь, знакомимся, разговариваем и занимаемся этим делом. Это больше, чем ты принял бы. Война не закончилась. Ты говоришь, что ты не принял в 2 войнах участие. Ты примешь это участие. Аслан, валлай, у меня брата украли в 2003, до сих пор не знаю, где он. Он говорит, у него брата, да. Ну что сказать? Давай бороться. Давай бороться вместе. Так, инженер-конструктор. Аслан, он Тумсо правда в тяжелом положении или это показуха? Я не хочу говорить о нем много, если честно. Я просто не знаю по тяжелому. Что значит в тяжелом положении? В тяжелом положении, мы все находимся в тяжелом положении. Что? Каждого, кого выдают в тяжелом положении. Микаэл Мализаев намного в тяжелейшем положении находится, чем он. Но не хотят поддерживать его. Странно. ФСБ забрала, да? Скорее всего, Дин Хирват, Саваш, дал Диканстяхи дольше, не стоит, но отцел ханянля, давай продолжать, жизнь-то продолжается, мы же должны бороться, мы же боремся за свою свободу, да? Все, и это интересно. Так, Аслан, Купер 9999. Аслан, проблема чеченцев в том, что они поняли, что смысл жизни не в поисках смерти в каком-то мнимом загробном мире. Смысл в том, чтобы жить со смыслом, созидать. Да, мнимым я тоже бы не назвал бы, Купер, тоже надо аккуратно относиться и уважать чувства верующих. Но, да, конечно, мы должны здесь быть, здесь созидать. Карабах Аслан, я по поводу сдавать властям Германии, кадыровцам, я буду на митинге, познакомимся. Сдавать, я не знаю, что ты знаешь, сдавать, вот я, например, я думаю, немцы знают, они открыто об этом говорят, они в инстаграмах, но сейчас они чуть-чуть пыл позбавили, я не знаю, с чем это связано,
Сейчас эти клопообразные себя ведут чуть-чуть поскромнее. Но раньше их вообще проходу от них не было. Представители какие-то туда-сюда. Я понимаю, что разные кадыровцы и разные, вот кто-то там дома находится, они ездят сюда лечиться. Потому что медицины нет. Если такая хорошая медицина, они могли бы у себя там в Грозном, оккупированном, в Джахаре лечиться. Но они приезжают сюда. И мы об этом узнаем, что они сюда приезжали. И в Германии самая лучшая медицина. И для этого они им здесь нужны. Не знаю. Поэтому посмотрим. Так, вы же не поддавайтесь на провокации. Тут много ботов готовится вести фитну между Асланом и Тумсогой. Да, нет, да, между нами не будет никакой фитны. Просто лучше не говорить этого. Он не произносит мое имя, да, чтобы, не дай бог, кто-то узнал о нашей деятельности. Аллилуйя. Ну, я удивляюсь, чеченцы. Умадать. Китербу, бахка могильня, китербу. Так. Дальше я перемотаю тогда. Так, тракторист. Аслан, этот роман, журналист от Шпигель, что-то даже к охранникам придрался, хотя эти люди сами охраняют Германию, платят налоги. Мой друг спас много людей в охране, в том числе немцев, одни нормально. Да, конечно, конечно. Это мы все будем делать в соответствии с законом. Нам надо будет подать иск, все-таки заявление на Шпигель надо будет подать. И сделать из этого большой такой процесс, чтобы впредь другим было неповадно. Мы должны о себе заявлять, мы должны говорить о себе, понимаете? Из-за того, что нас не говорят, я много работы на самом деле провел с тем же Deutsche Welle канал есть, потом Ost-West такой есть, да, позиционирует себя как еврейский канал, но ну, просто тонны грязи на нас выливали. Мы как-то встретились там в Берлине с ними, пообщались, вроде бы потом уже убавили вот этот оборот. Но при всем при этом как-то, видите, появляются другие. Будем дальше продолжать. Роберт Мута, Аслан, сколько россиян потеряло авиации в Чичкерии? Я не знаю, Роберт, я не знаю. К сожалению, я не знаю. Андрей Драго, а не боишься, что тебя найдут мусульмане? В смысле, я мусульманин. Что меня искать? Я в мечеть хожу, меня можно найти. Чего меня искать? Я сам приду. Я ничего не боюсь. Чеченцы же ничего не боятся. Забыли? Ты так и будешь призывать в войне. Это мне, что ли? Ева Подольская. Ты так и будешь призывать, ты террорист? Это ты мне, что ли? Я не понял. Лербергера, тракторист. Аслан, я нигде не нашел биографию этого романа Лербергера. А ты в немецком искал? Ну, я не знаю, посмотри, там же есть ссылка на его этот Шпигель. Ну, это неизвестные, наверное, конечно. Уважающие, имеющие репутацию, конечно, не будут. Конечно, не будут. Я не знаю, вы отвратительный националист. Вы назовите, кого, о ком речь. Анзорину, Аслан, так, давайте это имя вообще не будем произносить, да, оставим бизнесменов на той стороне. Так, Аслан, приветствую вас, Эдуард Аванас, приветствую, Эдуард. Ассаламу алейкум, Аслан, ваш, нох чинох. Ва алейкум салам, отлично, все, рад тебя видеть, нох чинох. Так, Карабах Асала, Аслан, у вас, у нахов, одна проблема. Вы думаете, что ваши враги тоже думают. Не понял? Так, кого-то заблокировали. Ну ладно. Гена Смык, я украинец, москаль не враг. Москаль нам тоже враг.
Блондин White Gun. Аслан, Тумсо в своем последнем видео сказал, что Кадыров марионетка, и что глупо это не понимать. Давайте, если сейчас он это начал говорить, и раньше он это вскользь говорил, посмотрите все видео. Кадыров, 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 Кадыров. Я же не говорю, не говорит он вообще. Я говорю, что надо о Кадырове говорить меньше, больше, о Путине надо больше говорить, а не о Кадырове. А тот, кто не понимает, и там тот глуп, тот, кто так говорит, глуп. Не все чеченцы, не вот мы 30 лет, 35 лет, да, этому деятелю. Он 35 лет прожил, он знает это, всю эту кухню. А есть 20-летние русские, есть 25-летние там армяне, украинцы 30-летние, которые не знают этого, которые не жили в Чечне. И чечен, знаете, Яндарбию хотел посадить Завгаева друг против друга, сесть во главе. Потому что это надо было сделать чеченский конфликт. Вот это я говорю. Не надо одно и то же, как будто вот у вас есть там любимчик, и вы не должны слышать. За вас сказал это, у вас не хватало духа сказать, что Кадыров там преступник, Кадыров убийца. И тут кто-то появился, который сказал это. И все, он герой. Ну, сказал и сказал. Ну, надо же еще расценивать, чтобы нами не манипулировали. Из-за того, что нами манипулируют, мы в этом состоянии сегодня находимся. Откройте любое видео Тумсо, везде Кадыров, он на этом хайпует, он на этом себе делает имя, он себе зарабатывает деньги. И все думают, что у нас конфликт с Кадыровым. Его называют противник Кадыров. Если он сейчас начал менять, это очень хорошо. И все, я больше ничего не хочу от него. Он мне 100 лет не сдался. Он должен просто или оставить Ичкерию, не говорить от имени государства, потому что наше государство борется не только с Кадыровым, а с Россией. Мы за свое государство боремся. Или если он не говорит от Ичкерии, тоже запретить мы тоже не можем. Если он говорит от Ичкерии, то он должен говорить против России. И все. А если он будет говорить, все, Кадыров, жали уровня, он сводит все дело к уровню предателей. Это нам не интересно. Наш враг Россия. Нас оккупировала Россия. 300 тысяч нас убила Россия. Геноцид устроила Россия. И все, что делает Кадыров, делает по приказу России. И говорит, один раз сказал, 2 раза, 100 раз сказал про это Кадыров. Ну ты армаду, Путин, вица. И все. А если ты бабки зарабатываешь, ну зарабатывай бабки, оставь Чечню в покое. И все. Так, Аслан, ты в курсе, что тысячи людей разных наций сдавали здесь как ночи и занимались воровством и криминалом? Все эти преступления списывались на нас по статистике, мы теперь криминальная нация. Да, я знаю, Аднан Закаев, что да, такое было, здесь многие сдавались под имя, я знаю армян, я знаю курдов, которые сдавались под нашими, как чеченцы. Но при всем при этом нам надо понимать, что мы должны свое имя сохранить. Мы не криминальная нация. Так, Эдуард Мамедов, Аслан, как вы думаете, надо открыть Кавказский центр в США, а потом выдвинуть своего кандидата в Конгресс? Давно пора, Эдуард. Я не знаю, почему вы до сих пор этого не сделали. Конечно, нужно. Везде надо идти, в политику надо, идти в правозащитные организации надо. Мы сами только можем защитить свои права. Так, чеченцы разные и, соответственно, разные приоритеты. Но настоящему чеченцу нужно только свобода, чтобы жить свободно и передать ее по наследству. Заметьте, свободу, а не богатство. Махмуд Сунжинский. Согласен. Блондин Вайтган. Аслан, Саваш, в любом случае, спасибо, брат. Тумсо, у меня братья, и все разные, но братья. Так. Одна Закаев. Ахдан Закаев. Аслан, ты в курсе, что тысячи людей опять? Аслан, не произноси его имя, пусть себе и дальше занимается бизнесом. Аюб Катаев. Опять, и причем спрашивают люди, которые свои, которые понимают многое. Вот я же не могу вам не ответить. Анзорино, он не всегда это подчеркивает, российский чиновник. Да, это рук Кадыровен меттан. Он заступается, мы обещаем,
Путина учим. Вот, посмотри видео, просто открой видео, везде все идет. Таквир всем, кто стоит на страже нашего государства, потом Навальный и опять кадыровцы. И все. Я ищу бизнес, пускай он делает. Вам нравится, Дом-2 многим нравится. Полный вперед. Какие вопросы? Самому цабовас. Просто оправдывать. Мадай явно гуш толому. Гуш мадуется улилешли. Сейчас он начал изменяться. Пускай меняется. Навальный тоже про всех говорит, кроме Путина. Аслан, Ичкерия шариатская или нет? Нет, Ичкерия правовое светское государство, которое не запрещает никому исповедовать ни одну из религий. И у нас присутствует оппозиция. Так, Марат, ассаламу алейкум. У Дудаева не было бороды, и он не орал направо и налево Аллаху Акбар. Все же умудрился внедрить многим, что он террорист. Да, но... Нет, ему все равно это не приклеился, этот термин, террорист. На Дудаева все-таки он не приклеился. То, что там русские внутри там, своей кухни там, кого-то называют террористом, это сугубо их дело. Аслам Арнаш Обал Дуэль, Ха Дуэль, исламский канал, Дику. Дик Аблас. Кадыров всего лишь орудие в руках Кремля. Вся борьба чечен должна быть против Кремля. Мы все время бьем хвост, и при этом собака цела. Вот об этом и речь. Просто уж кличем. Нет, он же сказал где-то. Конечно, сказал, когда 500 человек ему написали, сказал, я об этом ему уже полгода твержу. Я ему еще раньше писал об этом, говорил, мадит все время. Конечно, он скажет, агуэрдуцу, цали, мичуру. Вообще, агацавяш альчам, нах тецвойр мабуй. Мавить тишвайся, давайте мы поговорим про другие вещи. Так, давай эфир позже, будет больше просмотров. Говорит. Не, ну как обычно, у нас сейчас 456 человек смотрят, у меня тут написано на телефоне, тут 52, у нас 500 бывает, там 600 иногда бывает вечером. Ну сейчас месяц Рамадан, как бы в 9 часов, когда заканчивается месяц Рамадан, мы как раз день садимся кушать. Поэтому я чуть-чуть сместил. После Рамадана, конечно, мы все это сдвинем. Так, Купер 9999. Аслан, надо как-то упорно, методично, целенаправленно доводить истину, а это соблюдение прав человека, законы, свободы. Чеченцы должны понять, что нужно вливаться в мировое сообщество. Да, и совершенно верно, совершенно верно. Если мы здесь, вот для чего нас дискредитируют, вот сами задумайтесь, да, платят какому-то журналисту, нет никакого сомнения, что их там приглашают, им там какие-то там делают так, чтобы они там сами об этом говорили. Платят им какие-нибудь, прямо платят, может как-то косвенно платят. Для чего это делается? Для России, для чего? Вот задайтесь вопросом, для чего? Для того, чтобы мы не стали сильными, понимаете? Потому что мы здесь, если станем сильными, вот эта вся агентура, вот это клопообразные, которые есть, русская агентура, да, агенты влияния. Здесь, если чеченцы укрепятся и станут реальной силой, где нас будут, мы будем рукопожатными, где нас будут нашу репутацию считать. Мы такой лобби здесь будем, что разные вот эти агенты влияния, КГБ, алкашня, которые здесь гуляют, клопообразные, вот вы видели, на 9 мая собираются вот эти, на мотоциклах вот эти байкеры приезжают. Это вся вот их мощь. Там еще другие там с ними встречаются. Отсюда клопообразные кадыровцы собираются с этими, оттуда приезжают эти байкеры, агенты влияния. И все. Вот, и вот эта вся мощь. И чтобы мы не стали конкурентами,
мы не стали конкурентами, они нас хотят задавить этим. Вот, опорочить. А мы этого не дадим сделать. Мы это проходили. Я лично это проходил в Москве. Когда ты уже доходишь до такой степени, тебя квартиру уже не сдают. Тебя уже за человека не считают. С тобой никто бизнес не делает. Тебя опасаются. Так нельзя. И это легко сделать. Просто надо говорить правду. Синий кит. Аслан, в каких ты отношениях с Дугазаевым? Что это значит, синий кит? В смысле, в каких я с ним отношениях? Каким ты? А ты в каких с ним отношениях? Так, тракторист. Аслан, считаешь ли ты, что путинская Россия боится юридической борьбы чеченцев в Европе и считает чеченцев из Европы потенциальной угрозой? Абсолютно, только что об этом сейчас говорю. Конечно. Мы те, кто призовем его к ответу, понимаете? Россия, она, что бы они ни говорили, как бы они ни говорили, они придерживаются, вот основных, они всегда, Европа всегда, Россия всегда тяготела к Европе, все законы европейские у них, вся технология, все у них отсюда. Нет у них ничего своего. Культура, все отсюда. И мы должны, находясь здесь, донести до этих людей, что это преступники. Они бандиты, они террористы. Я это не просто так говорю, что я обижен на кого-то и мне там хочется кого-то задеть. Это факт, это юридически установленный факт. Это у нас есть тонны, мегатонны просто информации, доказывают, что Путин убийца, Путин террорист. Понимаете? Что мы тогда должны сделать? Мы должны эту информацию донести. Кто это может сделать? Это может сделать образованный, грамотный, квалифицированный чеченец, юрист. Вот для чего мы должны здесь собирать. Мы здесь можем быть на очень хороших позициях. Понимаете? Потому что за нами правда. Я раньше говорил, сейчас говорю, евреи свое государство создали не с помощью оружия, а с помощью права. С помощью права они создали. Так, Дик Аблас, Аслан, нохчи вовши хитас дук ханю Европе, вай Брюсселя, мюлха химеттиг, гулдельш, дик хирдар. Дик Аблас, мы вместе, все европейские чеченцы, соберемся, он говорит, давно не собирались, надо собраться. Конечно, надо собираться, почаще надо это делать. Мы соберемся, когда Саид Амин Ибрагимов позовет нас на марш, и это будет очень хорошо, мы должны будем идти. И мы соберемся в Берлине, скорее всего, 8 июня в субботу. За то, что вот против пропаганды и лжи, которая на нас льется. И потом будем, конечно, собираться. Мы, общество гражданское, мы должны о себе открыто, честно заявлять. Мы должны показать, что мы цивилизованы, понимаем правила, методы проживания этой страны. Мы интегрированы. Мы очень хорошо интегрированы на самом деле. Нам просто надо об этом заявлять. Так, поэтому соберемся, да, Алла. Так, Марк Робертсон. Аслан, слышал, что в Грозном некоторые таксисты, доносчики власти и телефон на территории прослушиваются. Ну, конечно, возможно. Чеченцы должны понять, что в мире, цивилизованном мире, в почете только знание и соблюдение законов. Международного сообщества должно увидеть чеченцев цивилизованных людей. Конечно, конечно. Аюб Катаев. Аслан, когда ты говоришь об этом деятеле, выглядит так, как будто ты оправдываешься перед кем-то, игнорируя все вопросы, связанные с этим бизнесменом. Да, ну, может так и выглядит, согласен с тобой, но при всем при этом некоторые вот наши, которые я уже знаю, людей, которые, да, свои задают вопросы, просто не ответить тоже нельзя, чтобы понимали, а то как бы...
Так, тракторист. Аслан, надеюсь познакомиться с тобой на митинге. Мои взгляды совпадают полностью с твоими. Я считаю, что нам нельзя лениться, когда речь идет о нашем имени. Конечно, наша репутация, она уже есть. Нам ее надо сохранить, и я вас уверяю, она будет работать, ну, и приносить нам колоссальные дивиденды, наша репутация. Все захотят с нами иметь дело, понимаете? Все. Когда мы о себе заявим. Скажи, зачем я жду звонка? Дугузаев тоже в Гамбурге живет? Нет, он не живет в Гамбурге, он живет в Киле. Нет, не живет. Но это не имеет значения, где он живет. Если я живу в Гамбурге, а он живет там в Париже, он также порочит чеченское имя. Живет он в Берлине, он также порочит имя. Француза, чеченца, который живет во Франции, он также порочит имя. Поэтому не имеет значения, где живет пособник тирана, убийца, предателя. Важно то, что эти люди позорят наше имя, нас дискредитируют. Мы бежали от войны, от оккупации, а тут мы как бы, вот у нас тут представитель. Кого представитель? Бандита, убийцы, предателя, представитель. Стыдно такое говорить, стыдно должно быть. Но им, видимо, не стыдно. Так. Никаких проблем. Меня это так, что не обижает, просто некрасиво. То москалями вызвали, то кто просто не может или забыл поставить, а слово мусульман имеет великое значение. Евреи притесняют палестинцев. Ну, Анзорино, я с тобой не согласен. Конечно, там есть, конечно, нарушения, но идет война за существование своей страны. Израиль имеет полное право. Ну, ты бы лучше поговорил о том, как русские нас притесняют. Это для нас важнее. Несправедливости в мире много. Нох чинох, Аслан наиумнейший нох. Онал, Аллах дал это было ом силардеш. Амин, дейрейскуль. Дыхание космоса и вера. Так, непонятно. Да, Дугузаев Керри живет, это 100% знаю. Килли живет, ты, наверное, хотел сказать. Да, в Килли живет. Да, в городе Киль, он 100 с чем-то, 120 километров, по-моему, отсюда. Так, Аслан, дыхание космоса. Путин главный чмошник. Путин наиглавнейший. Но чмошник это просто оскорбление. А мы должны юридически обоснованно называть этих людей. Мы не должны там называть, например, чмошник там, или как. Это военный преступник и террорист. Массовый убийца. Вот длинное название, но вот он заслужил его. Так, Кавказ. Ассаламу алейкум, Аслан. Тебе не кажется, что вся проблема чеченцев Европы, да и не только по заказу Кремля? Кажется, ва алейкум салам. Конечно, кажется. Конечно, кажется. Синий кит. Аслан, выйди 1 на 1 с Дугузаевым. Почему ты мне это предлагаешь? Почему сам не уходишь? Синий кит. Я выйду с любым из них 1 на 1. На ножах, на топорах, на чем угодно. И я получу удовольствие от этого. Если ты думаешь, просто выйти и дискредитировать наше дело, я это не могу пока позволить. Чувствовать бирбат, не ца. Шевега, иштигари, киллери, шел, иштир хайян. Свет 1 на 1 вальш. Хазах ечтец, 1 на 1 вируксо. 1 на 10 иштигар хаяга, иштниреш. Киху алдишик. Я делом занят, да, я деоккупацией занят. И на каждую собаку обращать внимание я не могу. Понимаешь? На каждую собаку, если я отвлекусь, я закончусь. Этим нас они используют. Поэтому мы здесь соблюдаем закон. Как только мы поедем на нашу территорию, и мы там выясним с этими людьми, в соответствии, опять же, с законом.
dik onalloğuş dağıtsoy. Ve kuza tombeşdu, ve kuza maшу yokşdu, ve kuza bakонç tombeş, bakонç yokşdu vay. Так что вот так вот. Так, господа, мы уже 1,5 часа говорим. Аслан, так, отвечу. Аслан, скажи, ты только, это исламский канал, ты только в Германии хочешь митинг сделать или еще в других странах, где, думаю, все будет хорошо, что просто так люди приехали из дома Дугозаев там говорить? Нет, я хочу, попробую я сделать, я сперва запишу обращение, я сперва зарегистрирую место в Германии, скажу, где, когда это будет, потом я это сообщу, сделаю обращение, запишу обращение, и после этого постараюсь своих всех друзей собрать, чтобы мы во всей Европе провели против пропаганды и лжи, которая против нас возводится. Так, на этом я уже заканчиваю, господа. Было очень приятно ответить на ваш вопрос. Я смотрю, под конец вы сейчас уже вопросами начали меня закидывать. Так что давайте на этом сейчас попрощаемся. Всем приятно было отвечать на вопросы. Следующий стрим мы будем два раза в неделю буду проводить, не 3 раза, потому что сейчас Рамадан, сейчас тяжело все это. Будем дальше продолжать наше дело. И обязательно продолжим, обязательно отстоим свои права. Никто никогда не заставит нас свернуть с этого пути. Это наша прямая обязанность, она просто необходима в тяжелейшем условии для нашего народа. Это надо продолжить. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания.